Они воспевают величественные горы и красоту Ингушетии, причем поют на чужом, будто на своем, родном, и делают это профессионально. Легкий акцент и ритмы гор, которые пронзают душу. Песня Тимура Дзейтова в эти дни стала вирусной в интернете. А все после того, как один из блогеров, Руслан Зауров, запустил в глобальной сети конкурс на лучшее исполнение. Изначальная забава, которая переросла в масштабный конкурс, за который не стыдно, честный и прозрачный. Более 200 участников из разных стран. Участие принимали взрослые и дети, независимо от нации, пола и возраста. Ильмудин Музапаров – победитель конкурса. Он исполнил композицию как на русском, так и на ингушском языках. Про край башен и легенд Ильмудин Музапаров узнал только после конкурса. Признается, в регион уже влюбился, хоть ни разу в Ингушетии и не был. Но после блистательного выступления познакомился с несколькими ингушами. Совершенно новый и незнакомый для него язык в песне сложился легко. Многие говорят, что ингушский язык очень сложный. Я бы так не сказал. Я довольно за короткое время выучил текст песни. Помогли мне в этом интернет и оригинал песни Галгайче. То есть я слушал, запоминал произношение, смотрел транскрипцию в интернете и таким образом выучил. Выбрать самого лучшего оказалось сложнее, чем думали организаторы. Для этого привлекли профессиональных исполнителей, которые оценивали конкурсантов. Только фаворитов жюри определяло до глубокой ночи, а это 7 человек. Увидев то, как тяжело дается выбор, организаторы решили наградить 7 участников. В итоге 1 первое, 2 вторых и 3 третьих места. И приз зрительских симпатий. Среди призеров оказался и Ержан Усулбекулы. В культуре есть своя колоритность, своя манера исполнения песен. Конечно же, отличается от наших казахских. Никто не помогал, я сам распечатал текст вот так вот. Оказывается, в ингушском языке есть буква «г», как у нас, в казахском тоже. Так же, как и для самих участников, а это и казахи, узбеки, и представители других народностей, ингушская культура заинтересовала многих. В комментариях восторженные отзывы. Песня зацепила за живое, как и сама республика, которую многие обязательно планируют посетить. После этой песни появилось огромное желание посетить Ингушетию, жемчужину Кавказа. Благодаря вам мы увидели частичку Ингушетии, очень красивый гимн и природа. Теперь я хочу посетить Ингушетию, прям влюбилась в ее красоту благодаря песне. Пусть Аллах хранит этот народ, достойные братья-мусульмане. Идея конкурса Руслану Заурову пришла после последнего блистательного боя Мовсара Евлоева против Ника Ленца. На рейдж наш боец выходил под песню Тимура Дзейтова. Мне посчастливилось все это испытывать, когда мы сопровождали нашего брата Мовсара Евлоева на его последний бой. После этого эта песня стала частичкой меня самого. После того, как я вернулся после этого турнира, у меня появилось желание приобщить к этой песне как можно больше людей, а также саму почувствовать эту песню в других исполнениях. Я решил воспользоваться своим инстаграмом, так как у меня достаточно активные подписчики, за что я им отдельно тоже благодарен. Я решил объявить конкурс среди своих подписчиков на то, кто лучше перепоет эту песню. То, что случилось после этого, просто невероятно. Около 230 человек отправили мне на почту аудио, видео нашей песни Тимура Дзейтова в своем исполнении. Я понял, что я неподдельно люблю всех этих людей, которые участвуют в конкурсе, за их внимание, за то, как они открыли для себя и открывают для всех мой народ и мою республику. Появилась ответственность за то, чтобы этот конкурс был достойным, а самое главное – честным. Я думаю, у нас это получилось из многочисленных, а их более 2000 комментариев, нет ни одного негативного. Несмотря на то, что мы сами не проживаем в Ингушетии, а живем в Казахстане, любовь к своей родине, к своим предкам у нас не меньше, чем тех, кто живет в самой Ингушетии.
Изначально приз был один, но Руслан признается, совесть не позволила разыграть лишь AirPods, увидев то уважение, которое проявил каждый участник к Ингушетии. Поэтому после он обозначил главным призом iPhone 12, за второе место Apple Watch, третье AirPods. Сейчас конкурс бурно обсуждается в Казахстане, и его называют справедливым, красивым и с приятными подарками. Спонтанная идея своего рода большой пример любви к родному краю и своему народу. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.